По количеству инициатив, прошедших отбор народного бюджета, Краткировский район вошел в тройку лидеров по региону, сообщает пресс-служба губернатора. В этом году здесь предполагается реализовать сразу 10 проектов, предложенных жителями, на сумму 5 миллионов рублей. Среди них ремонт дорог местного значения в селах Нившира, Небдина и Маджа, восстановление библиотеки в Богородске, обновление Дома культуры в Вылеб. Часть средств предполагается потратить на подготовку этнофестиваля «Бордья-Шия» с крылатой звуки, а также на благоустройство общественных территорий и обустройство спортплощадок. Это очень важная история, когда мы деньги тратим именно туда, куда на самом деле нас, ну что называется, ориентирует население. И вы же лучше нас знаете, куда нам. Или это остановку отремонтировать, либо в порядок привести детскую площадку, либо дорогу сделать, так сказать, к такому или иному населенному пункту. Это очень правильная история. Очень правильно. И еще это дополнительно хорошая экономия средств. Но качественно решается задача. Всего же в этом году планируется реализовать 125 народных проектов на территории 99 населенных пунктов. Это сфера культуры, образования, занятости населения и благоустройства. Только в Кайгородском районе социально значимые проекты реализуют в 7 населенных пунктах. Таисия Жакова о конкретных примерах. Цокольный этаж в Кайгородской средней школе для учащихся пока самое нелюбимое место. В кабинетах для внеурочной деятельности трудности с канализацией. Здание открылось в 2002-м, а строилось аж с 1988 года. Возможно, такая задержка и отразилась на результате. Никакой замены не проводилось, и даже я поспрашивал, как эту школу устроили. Изначально уже систему канализации здесь неправильно смонтировали, на улице. Трубы закопали, уже забитые наполовину грязью. То есть, вот сейчас сталкиваемся с такими проблемами. Денег на ремонт районные власти не нашли, но в школе не стали грустить, а попросили денег у республики. Оформили проект «Чистые трубы, чистый воздух». Вместе с канализацией под финансирование народного бюджета попали также ремонт и прочистка вентиляционной системы. На все про все 700 тысяч рублей. Другой масштабный проект «Кайгородка» в сфере культуры. Возле местного ДК должна появиться площадка для проведения мероприятий. За это проголосовало большинство. Проект «Клубный дворик» – один из самых дорогостоящих в этом году. Всего на обустройство площадки необходимо почти 3 миллиона рублей. Поэтому жители и власти решили разделить реализацию на 3 этапа. На первом удастся лишь подготовить площадку под асфальтирование. В селе Грива места для праздников предостаточно, а вот техники не хватает. Традиционный народный зым-гыштам – любимое событие всего района. Отмечают его раз в 2 года и всегда с большим размахом. Однако музыкальное оборудование в местном ДК со временем стало подводить. Устарели костюмы и декорации. Все это было решено обновить и сделать праздники еще ярче. Впервые благодаря салюту. Является пропагандой традиций коми-народа, тех песен, танцевальных, опять скажем, традиций, которые сохранены, которые наши бабушки, дедушки исполняли. Очень много гостей, не только с района, и даже не только республики, а из Кировской области, Пермского края. Наши все родственники, друзья, знакомые приезжают на празднование этого. К слову, Грива в проекте «Народный бюджет» уже участвовала. В прошлом году здесь заменили старые лампы уличного освещения на экономные, светодиодные. В 2018-м работу решили продолжить. На этот раз в поселках Подь и Зимовка. Проект «Светлая дорога» предусматривает замену светильников на сумму почти в 500 000 рублей. Реализацию другого приоритетного проекта с нетерпением ждут в Кажеме. Больная проблема – питьевая вода. Чтобы исправить ситуацию, деревянные шахты колодцев заменят на бетонные. Реализация проектов завершится до 1 октября. Ремонт, естественно, будет проходить в летний период, как того требует, в принципе, да. А замена светильников, сейчас пойдет работа по заключению договоров, соответственно, поставку этих светильников. И в летний период также начнутся работы по замене. Жители нашего района не сразу активно включились в данный проект. У нас и в прошлом году, и в этом году проектов было достаточно много, и количество, которые прошли конкурсный отбор, тоже достаточно много, чему мы тоже бесконечно рады. Восстановление автопавильонов, снос ветхих зданий. Всего только в Кайгородском районе в этом году реализуют 8 проектов из 20 предложенных жителями. Инициативы, не попавшие в список, перейдут в перечень народных проектов в следующем году. Таисия Жакова, Василий Янин, телеканал Юрган, Кайгородский район.